Мы сегодня находимся в исторической местности общества Мелхисты. Это ущелье реки Миши. Здесь мы сейчас с вами находимся на историко-архитектурном комплексе Терти. Это одно из крупнейших населенных пунктов, который был в этом ущелье в старые времена. Здесь насчитывалось, по некоторым сведениям, около 50 объектов. То есть сегодня мы видим то, что осталось от некогда крупного населенного пункта, где кипела жизнь, где люди жили. Здесь у нас на сегодняшний день находятся восстановленные, реконструированные 3-4 объекта культурного наследия. Это жилые башни, но мы также видим еще здесь объекты разрушенные и надземные склепы. Здесь также есть и могильники, ну, очень напоминающие это каменно-ящичное захоронение, но тем не менее на каждой могиле мы здесь наблюдаем и чурты, надмогильные плиты. В каждом селении здесь в горах есть свои могильники. Дело в том, что здесь в горах вообще земля была на вес золота. Любую ровную поверхность, даже на склонах, вы обратили внимание, и многочисленные террасные земледелие сильным было. То есть здесь в старину были многочисленные террасы, земледельческие террасы, и поэтому дефицит земли здесь, естественно, ощущался, и для захоронения они обычно использовали непригодные для земледелия участки, скальные участки. Поэтому мы с вами можем наблюдать каменно-ящичные захоронения. То есть это несколько углубления и кругом заложенные камнями. И сверху мы видим огромные плиты. Но тем не менее при этом есть там же на этих захоронениях есть надмогильные плиты, чурты. Здесь до 2000 года, здесь в этом селе стояла боевая башня. Ее разобрали буквально в 2000 году. В 2000 году эту башню разобрали. Склепы надземные, полуподземные, подземные склепы бывают. Они возводились, в каждый род, каждое село у себя могли возводить эти. Но Цойпеде сравнительно далеко находится отсюда. Это там свое селение. Цойпеде это у самого слияния реки Миши с Аргуном. Это левый берег реки Аргун. И это целый комплекс, целый некрополь, многочисленные склепы. Стоит иметь в виду, что здесь мы с вами находимся, вот обычная информация, здесь мы с вами находимся на склоне горы Кюрилам, то, что вот справа от меня лежит. И прямо если смотреть в районе аула Миши, мы видим Харскорт. Здесь мы находимся в нескольких километрах от грузинской границы. На конце 19 века здесь в этих местах бывал и Уэльс, и Мачинский. Они исследовали эти башни, в том числе и в Миши. В конце 19 века здесь был Миллер, который определил один из склепов как склеп с поминальной камерой. Хотя есть другие исследователи, которые говорят, что это просто вот известный нам склеп Кашков считал как могильник, но были исследователи, которые говорили, что это святилище. На самом деле это с языческих времен поминальная камера. Вы обратили внимание, там есть приспособление, чтобы сидеть, скажем, там же внутри Кашков, возле прямо в поминальной камере, есть подземный еще склеп на уровне 1,5 метров, где мы наблюдаем захоронение. Это башни Кушаговых называются. Вот буквально на днях завершилось
реставрация этих башен. Они возведены, они восстановлены или отремонтированы в таком же состоянии, в каком они и были раньше. Это чисто жилые башни. То есть в истории народа сохранились именно эта фамилия, эти хозяева. Обычно и бывает, вот башня стоит и из поколения в поколение передается имя человека, который не который строил башню, а в памяти народной остался этот человек, который считал эту башню своего рода, или был хозяином, или ухаживал за этой башней. И эти башни Кушаговых называются. Ну, вы здесь видите арочные перекрытия, вот эти вот, даже очень интересная такая кладка, лесенкой, обратите внимание, вон там вот лесенкой, то есть это елочкой кладка сделана. Ну, здесь и петроглиф, вы можете обратить внимание и на петроглиф. Это уже современная чеченская архитектура. Дело в том, что изначально люди для проживания строили башни, но в момент, когда какая-то угроза, какие-то войска подходили, когда угроза была, они претерпевали определенную перестройку, то есть менялись фортификационные свойства, дополнительные бойницы могли пробивать, могли в жилой башне, она могла достраиваться выше, и могли достроить, скажем, машикули. Это машикули, это французское слово, то есть балкончик, с которой бросают камни. Ну, машикули — это значит бить в затылок, вот такое обозначение. И точно такие же башни были у нас здесь. И вот эта трансформация башен, она ощущается, даже видно, невооруженным глазом видно, как определенный исторический период строилась башня. Но течением времени архитектура меняется, люди научились лучше и грамотно, красиво строить, и дальше уже идет новый какой-то постройка. То есть это, можем сказать, как разновременная кладка, разновременные постройки в зависимости от сложившихся обстоятельств. Но здесь у нас машикулей нет, а мы знаем много таких башен, которые изменились. И был, естественно, еще другой такой момент, когда за ненадобностью башня до определенного, скажем, размера сокращалась, она превращалась в жилье для того, где могли жить одна-две семьи. Перед нами Кашков. Миллер впервые, когда озвучивал, описывал этот объект, он назвал его как, ну, согласно описаниям Всеволода Миллера, этот объект, мы видим его как могильник. Но есть исследователи, которые считают, что это святилище. На самом деле это мы видим тот же склеп с поминальной камерой, мы видим там ступени, где могут люди сидеть и рассказывать, что старики собирались здесь, они решали насущные вопросы своего села. Здесь объект высотой где-то около 5 метров высотой, и мы видим двускатной ступенчатой крышей. Ну, обратите внимание, завершающую ступенчатую крышу у нас мы видим в виде головы некого зверя, вот это вот каменное изваяние, так сказать. Но интересный объект. Дело в том, что внутри есть нижняя камера, где-то 1,5-метровой глубины, где и находятся у нас останки людей.
Мы сейчас стоим у склепа, где имеются захоронения. Этот склеп отличается от кашков тем, что здесь перекрытие пирамидально-ступенчатое, высота такая же, и здесь возможно двух-трехярусный, может быть, или или двух-трехярусный, может быть. Дело в том, что и подвальная, у них есть нижний ярус, вот мы наблюдаем сейчас и нижний ярус, и 2-3 полки. Это от кашков этим и отличается. И размерами, естественно, кашков длиннее, чем вот здесь можем предположить. Это 3,5 на 3,5 размер склеп. А то, что мы сейчас вообще находимся на правом берегу притока Миши, мы только были, где восстановленные объекты, восстановленные жилые башни. Сейчас мы с вами на правом берегу. И перед вами, обратите внимание, тоже такие же объекты не восстановлены, они еще не реконструированы. Но здесь также мы наблюдаем, и на этой стороне мы наблюдаем также захоронения, ну, типа напоминающие каменно-ящичные захоронения. Трудно сказать, что это они или нет. Каменно-ящичные, они более древние захоронения, характерного для скажем, древних, старых времен. Но здесь эти захоронения, мы, как обратите внимание, это уже и чурты присутствуют, то есть можем и сказать, что это мусульманские захоронения. Поэтому, возможно, из-за дефицита земель, в зависимости от породы, от грунта, люди хоронили именно вот таким вот способом. Это не боевая башня, она скорее напоминает жилую башню, но, как я уже говорил, любая жилая башня, она могла трансформироваться в полубоевую башню. Это как раз, вы обратите внимание, на уровне 2 метров входная дверь в эту башню, нижняя часть, там ниже совсем маленькая дверь, видимо, для мелкого рогатого скота, и мы наблюдаем там бойницы, но, к сожалению, машикулей мы не видим, башня разрушена. Это нижняя часть, где содержится скот. А со второго этажа обычно вход делают в полубоевую, скажем, башню или в боевую башню. Со второго этажа, чтобы враг не смог пробить стену, чтобы они заходят в башню и забирают за собой лестницу, и враг не может пробить эту стену.